Свою першую сустрэчу на базе тэхнапарку яны пачалі з дэбатаў. Было б дакладней назваць іх дыскусіяй. Усе, хто прыйшоў на адкрыццё эка-кластера, а гэта і прадстаўнікі ўлады горада, грамадскіх арганізацый, і проста гараджане, гаварылі аб адным – важнасці вырашэння экалагічных праблем і развіцці велаінфраструктуры. Эка-кластер – гэта новая партнёрская пляцоўка, створаная двумя арганізацыямі – установай «Завела Брест» і брэсцкім маладзёжным грамадскім аб'яднаннем «Час зямлі». Идея возникла более 4 месяцев назад. Сама суть в том, чтобы объединить ресурсы двух организаций и как-то оптимизировать работу в темах эко и вело, развития города и как-то совершенствовать то, что у нас есть, с учетом всех наших экспертных баз, волонтеров, тех ресурсов, которые мы и так тратим, работая над темами параллельно. Экологи и велоаматоры взялись за вырашэнне праблем города разом. Чисты, зялёны, зручны для проживания с европейскими велодорожками город – справа агульная. Инициатива падтрымана ўладамі Бреста, представниками ДАИ. Не всегда есть возможность у власти увидеть все те проблемы, которые есть. А здесь ребята помогают и формируют свои предложения. Что немаловажно, не просто проблема, сделайте ее за нас, да, а они готовы сами участвовать и вносить свою посильную помощь в решении тех проблем, которые есть. Эко-кластер повинен стать центром городских инициатив по удосконалению велосипедной инфраструктуры. А яшчэ гэта своеасаблівая громадская прыёмная, куда может завернуться любы, кого сапраўды хвалюе проблемы экологии родного города. Это будет площадка, которая будет налаживать и коммуникацию, и взаимодействие между субъектами, всеми, включая и бизнес, включая власть, включая общественные организации, активистов Бреста, по решению и по направлению экологических велосипедных проблем. И те эксперты, которые работают на базе эко-кластера, будут также доступны для всех тех, кто в эко-кластер входит. Першая сустрэча показала болевых кропак шмат, але ёсць канкрэтныя прапановы і вызначаны шляхі іх увасаблення. У планах на 2018 стварэнне 50 зялёных зон, добраўпарадкаванне дваравых тэрыторый і месцаў для велапарковак і яшчэ шмат добрых ініцыятыў. Усё рэальна, калі за справу ўзяцца усім разам.